В Сысальском районе с рабочим визитом побывал глава Коми. Вячеслав Гайзер уже успел посетить райцентр Визинга и поселок Первомайский. Глава Коми проинспектировал ход реконструкции моста через реку Малая Визинга и принял участие в торжественном открытии художественного отделения школы искусств и здания детского сада. Максим Катаев о том, как это было. Здание детсада полностью готово к приему воспитанников. Осталось только смонтировать детскую и спортивную площадки и покрасить веранды. Но это уже весенне-летние работы. Анастасия Поцелуева еле сдерживает эмоции. Новоселье детского сада – долгожданное событие и для родителей. Старое здание спецкомиссия признала аварийным и не подлежащим восстановлению. Жители Визинги водили туда малышей с опаской. Особенно вот крыльцо у нас, вот это все боялись то спускаться, то подниматься, и там нету такого, и здесь, хорошо, уютно все это. Сейчас в учреждении 78 воспитанников. Новое здание может вместить в 1,5 раза больше. Больше очередей на местах в ясли в Визинге не будет. Детей уже принимаем постепенно, потому что сразу резко мы не сможем принять. Так придет у нас где-то в пределах 40 детей новых поступят. И они, конечно, маленькие все. И постепенно, у них ведь адаптация должна произойти, постепенно мы их будем принимать. 95 миллионов рублей на строительство поступили из бюджетов республики и муниципалитета. Красную ленточку пригласили перерезать Вячеслава Гайзера в знак благодарности. На новоселье глава Коми подарил детскому саду сухой бассейн. Мы строим и будем строить новые детские сады. И только в этом году, в 2013 в республике, мы сдадим еще, в строй войдут 8 новых детских садов и 2 еще начальных школы детского сада. Но, естественно, это будет продолжаться и дальше. До тех пор, пока не просто ликвидируем очередь в дошкольные учреждения, но и самое главное, еще параллельно разберемся со всеми нашими детскими садами и школами, которые находятся сегодня в ненадлежащем пока состоянии. У юных жителей района был еще один повод для праздника. Вдобавок к уже существующим хореографическому и музыкальному отделениям в детской школе искусств появилось и художественное. Свидетельство о его окончании дает будущим Репиным и Айвазовским преимущество при поступлении в профильные колледжи и вузы. А заинтересованные лица есть. У меня сейчас уже, в принципе, места даже на художественном отделении уже нет, уже собрано. Вячеслав Гайзер дал поручение министру культуры Артуру Рудольфу и руководителю районной администрации Владимиру Мальцеву сделать программу, чтобы союз художников, наши признанные мастера республики, приезжали, проводили мастер-классы на местах, вот здесь, в том же художественном отделении, для того, чтобы дети не только варились в котле преподавания здесь, но и на уровне уже союза художников. Из Визинги Вячеслав Гайзер переехал в поселок Первомайский. Здесь глава Коми пообщался с местными жителями. Владимир Носков спросил, профинансирует ли республика строительство корпусов райбольницы. Нынешние располагаются в здании постройки 50-х годов прошлого века. Руководитель региона ответил, в этом вопросе Коми рассчитывает на Россию. Стационар расположен вблизи федеральной трассы. Деньги-то мы уже привлекли. Но вот добиться разрешения федерального центра на то, чтобы задействовать их для строительства именно стационара в Визинге, а не для ремонта каких-то других объектов, находящихся на федеральной трассе. Вот это вот наша задача, которую мы сейчас вместе с Министерством здравоохранения будем решать. В ходе доклада перед парламентом в феврале 2012-го Вячеслав Гайзер дал поручение руководителям министерств и ведомств побывать во всех муниципалитетах для живого общения с жителями республики. Сегодня глава Коми заявил, не каждый чиновник эту задачу отработал эффективно, поскольку не умеет общаться с народом на понятном языке. Максим Катаев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сысальский район.